Айсен Сергеевич, здравствуйте. Давайте начнем с вами с первого вопроса. Что лично для вас значит «Алроса»? «Алроса», безусловно, для меня, как, наверное, и для всех якутян, это, знаете, сразу чувство гордости за нашу республику, за нашу страну, за то, что есть такая компания, которая является лидером не только в стране, она является лидером в мире. Это не так, к сожалению, часто встречается среди российских компаний, а именно в такой непростой, сложной, очень известной такой отрасли, как алмаздобывающая, именно наша якутская компания «Алрос» является лидером всего мира. И, конечно же, это плод работы огромного коллектива, многих поколений конца 40-х годов. И, конечно, это же история огромных великих строек времен Советского Союза, потом уже в современной России, которые сегодня позволяют нашей компании уверенно смотреть в будущее. Вот Якутия в нынешнем ее виде, она состоялась именно благодаря компании «Алроса». И, конечно же, то, что у компании был такой акционер, как Республика Саха-Якутия, тоже, конечно же, способствовало тому, что компания активно развивалась все эти крайне непростые годы. Буквально вчера «Алроса» опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023-го. Как вы их оцениваете и будет ли компания платить дивиденды за первое полугодие? Вы знаете, в условиях тех санкций, которые вводятся против нашей страны, в частности против «Алроса», я считаю, что результаты более чем достойные. Мы видим размеры выручки, мы видим, что она ничуть не снизилась. Более того, в этом году бюджет республики дополнительно получил порядка 10 миллиардов рублей только за счет увеличения налога на доходы полезных ископаемых, которые специально совместно с правительством Российской Федерации в этом году несколько увеличили для того, чтобы компенсировать невыплату дивидендов в прошлом году. И эти средства, которые поступили в бюджет республики, значительная их часть пошла и другим акционерам в виде как раз районов алмазной провинции. Но я хочу сказать, что в этом году мы очень внимательно анализировали состояние компании, финансовую устойчивость по всем нашим проведенным различным расчетам и нами, и специалистами Министерства финансов Российской Федерации. Мы видим и оцениваем состояние компании «Алроса» как абсолютно устойчивое. Решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия, потому что мы считаем, что пришло время, чтобы определенная часть уже прибыли компании, которую она заработала за это время, она уже могла бы быть направлена именно в интересах крупнейших ее акционеров Российской Федерации, Республики Саха-Якутия и районов алмазной провинции. Также сейчас много говорят про запуск проекта «Мир глубокий». Сложно ли давалось это решение и как вообще рождался сам проект? Что пришлось сделать, чтобы инициатива «Алроса» была поддержана на федеральном уровне? Знаете, для всех нас трагедия, которая произошла в 2017 году, она очень болезненна. Это и погибшие горняки, это и потерянный рудник, это и та, знаете, такая ситуация, когда перспективы в целом города Мирного, как города алмазодобытчиков, начали ставиться под сомнение. И мы с самого начала моей работы в 2018 году совместно с генеральным директором компании «Алроса» тогда, Сергеем Сергеевичем Ивановым, постоянно, принципиально ставили вопрос о строительстве нового рудника, который сейчас получил название «Мир глубокий», взамен потерянного, для того, чтобы и компания, и город Мирный получили импульс развития на многие десятилетия вперед. Потому что мы с вами все прекрасно понимаем, что те запасы, которые сегодня есть еще в трубке мира, они огромны. Они содержат в себе алмазы высокого качества, очень востребованные на рынке. И, конечно же, их появление в ассортименте продукции, которую компания «Алроса» производит в виде алмазного сырья, конечно же, очень важно в целом для стабильной работы на многие годы вперед. Не скажу, что решение окончательное давалось легко, но после того, как проектный институт, в первую очередь Якутнепроалмаз, сделали все соответствующие выкладки, расчеты, после того, как была выбрана, на мой взгляд, единственная оптимальная модель строительства нового рудника, которую неоднократно эксперты на самых разных уровнях
обсуждали и согласились с ней, уже мы начали работу с руководством страны. Я встречался и с министром финансов, председателем наблюдательного совета Антоном Германовичем Силуановым. Мы докладывали председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Ну и затем уже, конечно, вот в ходе моей крайней встречи с президентом страны я тоже рассказал об этом проекте, как об одном из самых интересных инвестиционных проектов у нас в республике и как важнейшем проекте компании «Алроса» на ближайшие годы. Принципиальные решения приняты. В этом году уже подготовительные работы мы запускаем на площадке строительной. Очень надеемся, что в установленные сроки все экспертизы пройдут, а это очень такой серьезный этап, так как рудник должен не только быть построен по всем современным стандартам. Конечно, наша главная задача и главное требование, чтобы он исключал практически любую возможность аварии, наподобие той, которая у нас, к сожалению, к великому случилась в 2017 году. И сегодняшний проект, он, конечно, делается исходя из самых высоких стандартов безопасности, промышленной, экологической безопасности. На многие годы вперед работа будет уже запланирована и начнется. Ну и через некоторое время, я очень надеюсь, что продукция с рудника «Мир глубокий» уже пойдет в общую копилку компании «Алроса». И, конечно же, еще раз говорю, это самое главное, это долгосрочная перспектива и для компании на Мирнинской площадке, и, конечно же, это перспективы дальнейшего развития города Мирный как города алмазодобытчиков. А что дадут Якутии и Мирнинскому району реализации крупных проектов алмазодобывающей компании? В первую очередь, конечно же, это налоги. Мы не скрываем и об этом всегда говорим, что порядка 35-40% доходной части бюджета республики – это именно доходы, которые генерятся компанией «Алроса». Мы, как акционеры, получаем соответствующие не только налоговые отчисления, но и дивиденды. Конечно же, мы будем внимательно следить, чтобы и в дальнейшем компания была экономически устойчивая, чтобы, несмотря на все проблемы, которые есть и на мировых рынках, связанные с объективными колебаниями рынка, связанные разными субъективными факторами, такими как западные санкции, компания устойчиво развивалась. Очень важное значение, конечно же, имеет занятость нашего населения. Мы должны все помнить, что в компании «Алроса», в группе компании «Алроса» работают десятки тысяч якутян. И, конечно же, это такой мощнейший стимул, драйвер для нашего дальнейшего развития именно в Западной Якутии. Мы и в дальнейшем будем компанию поддерживать ее социальные программы. Мы, несмотря на все сложности, сейчас видим, что компания «Алроса» внутри себя сохраняет и будет сохранять и культурно-спортивный комплекс «Алроса», так вкладывает туда средства свыше $500 000 рублей по решению министра финансов страны, председателя Напсовета Антона Германовича Силуанова. Это было поддержано. «Алроса» является одним из учредителей детских садов, которые работают в Мирнинском районе. Тоже такой уникальный по сегодняшним временам прецедент, который, мы надеемся, и будет и дальше сохраняться. Конечно же, те отчисления компании, которые она вне еще уже налоговых отчислений делает целевой фонд «Будущее поколение», например, они позволяют нам по всей республике строить спортивные объекты, дворцы культуры, те, которые сегодня уже становятся украшением многих наших районов, в том числе, в первую очередь, сельских районов. И, безусловно, эта социальная направленность компании «Алроса», она, уверен, будет и дальше сохраняться. И мы, как одни из акционеров главных, конечно, будем вместе с Российской Федерацией, как вторым главным акционером, этому всячески способствовать. Александр Сергеевич, вы входите в наблюдательный совет «Алроса». Что дает республике участие в деятельности такого гиганта, как алмазодобывающей компании, и вас, как первого заместителя председателя? Ведь за 5 лет после вашего избрания произошли серьезные изменения и в кадровой, и в социальной политике компании. Ставка была сделана на собственные кадры, и не просто сохранена вся социальная инфраструктура компании в районе, были и приняты программы их развития, а также внедрены новые инициативы в области социальной
социальной ответственности? Я уже в предыдущем ответе сказал, что компания очень много делает. Одним из главных акционеров является Республика Саха-Якутия. Мы, как акционеры, достаточно активно в рамках процедур по корпоративному управлению взаимодействуем с менеджментом компании. Нахожусь в режиме, знаете, если не ежедневного, то 2 раза в неделю где-то мы с руководством компании, с генеральным директором всегда на связи. Проговариваем самые разные вопросы и стратегического характера, и оперативного характера. Я бы хотел здесь сказать, что компания за последние годы очень изменилась. Она стала гораздо более открытой, гораздо более прозрачной для нас. И я бы хотел здесь поблагодарить Сергея Сергеевича Иванова, который проделал эту гигантскую тяжелую работу по улучшению не только показателей компании, но как раз по повышению прозрачности. И сегодня мы видим, что компания и дальше продолжает следовать этим всем стандартам корпоративным. Очень хорошие сейчас результаты у той школы кадровой, которая есть в Алроса. Мы с удовольствием, я когда бываю в Мирном, посещаю ее, вижу, с каким интересом и простые сотрудники Алроса, и руководители Алроса проходят процесс обучения. Это очень важно, потому что я всегда не устаю говорить, что всем надо учиться у нас в республике, и от детей за школьной партой, заканчивая главой республики. И Алроса здесь подает очень хороший пример. Конечно же, это позволило нам за последние годы вырастить целую плеяду управленцев, которые сегодня уже занимают и будут продолжать занимать ведущие места управления компанией. Мы вместе с Сергеем Сергеевичем Ивановым после принятия им решения об уходе с должности генерального директора как раз остановились на кандидатуре Павла Алексеевича Маринчева. И я признателен руководству страны, что наше предложение было поддержано на самом высоком уровне и было принято решение об его назначении. Сейчас уроженец удачного человека, который вырос в компании с самых низов до верхов, Сергей Павленко, который до этого работал директором Удачинского ГОКа, стал исполнительным директором ГОКа. И, конечно же, мы уверены, что это будет способствовать дальнейшему усилению потенциала компании. Я хочу сказать, что очень большую работу в реализации тех планов, которые у нас есть, компания «Алроса» нам оказывает. И для того, чтобы те люди, которые у нас работают в алмазной промышленности, жили также и в комфортной городской среде, чтобы у них была хорошая социальная инфраструктура. Для поддержки Мирнинского района мною был подписан специальный указ о развитии Мирнинского района. Сейчас он реализуется. Мы внимательно следим за его исполнением, работаем с правительством, с районом по тому, чтобы ни один пункт не оставался у нас без внимания. Конечно же, я признателен народному активу, движению, которое есть в Мирнинском районе, и который очень много важных, хороших, социальных, важных для жизни людей проектов генерит, и мы обязательно их подхватываем. Если их нет в указах, то у нас, поверьте, есть другие механизмы, через которые те или иные нужные, важные для людей инициативы мы обязательно будем реализовывать в Мирнинском районе, в поселках, в селах, в городах, для того, чтобы жизнь людей становилась лучше. Мой подход, он не меняется с годами. Те люди, которые сегодня делают нашу республику благополучной, наполняют наш бюджет республики, бюджет районов, конечно же, они заслуживают того, чтобы их жизнь была тоже комфортной, чтобы и социальная инфраструктура, и транспортная инфраструктура, в целом городская среда становились лучше. И мы, уверены, вместе с компанией «Алроса» этих целей в ближайшие годы будем также планомерно добиваться. А значит ли это, что компания «Алроса» останется для республики ключевым налогоплательщиком? Вы знаете, я уверен в том, что с годами, конечно же, значение компании «Алроса» для республики не будет падать. Конечно, я рад, что у нас появляются сегодня другие компании, которые платят в бюджет очень значительные цифры, и уверен, что с годами доля отчислений от нефтегазовой отрасли, от угольной
промышленности будет только расти, так же, как и будет оставаться на высоком уровне поступления от золотодобывающей промышленности. Но при всем при этом, еще раз об этом скажу, компания «Алроса» относимся как к родному ребенку. Это якутская компания, созданная решением президента страны по предложению первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в свое время, когда вот производственное объединение «Якуталмаз» было преобразовано в акционерную компанию «Алмазы России Саха». И, безусловно, вот это отношение всегда будет для нас главным. И уверен, мы вместе все сделаем для того, чтобы компания и дальше развивалась и всегда была лидером алмазодобывающей промышленности всего мира.